Главный принцип умной благотворительности – задавать вопросы и проверять. В мире, где помощь часто становится импульсивным жестом, ключевым навыком становится не только умение сострадать, но и умение анализировать. Главный принцип умной благотворительности очень прост. Не бойтесь задавать вопросы и требовать доказательства. Это не проявление недоверия, а акт уважения и к себе как волонтеру, и к самой идее помощи. Настоящие благотворительные фонды строят свою работу на прозрачности. Они понимают, что каждое пожертвование – это договор о доверии, и готовы этот договор честно выполнять, предоставляя отчеты, документы и цифры. Ваша осторожность – это не недостаток сострадания, а ответственное отношение к ресурсам и желание, чтобы помощь достигла цели. Давайте разберем, какие риски существуют при нарушении этого принципа и какие преимущества дает сотрудничество с официальными организациями. Во-первых, это финансовые потери. Прямой ущерб – деньги уходят в карман мошенникам, а не на лечение, еду или приют. Особенно болезненные истории с эмоциональным давлением, когда жертвуют последнее, что имеют. Второй момент – это моральная травма и выгорание. Обнаружение обмана приводит к глубокому разочарованию и цинизму. Возникает желание никогда и никому не помогать, что лишает поддержки реальные проекты и истощает личный ресурс доброты. Помните о передаче персональных данных и платежных данных на сомнительных сайтах, ведь это может привести к их утечке и использованию мошеннических схем. Какие еще риски для волонтера, который организует стихийный сбор? Во-первых, это юридическая ответственность. Организация сбора средств без статуса НКО, некоммерческой организации, может быть расценена как незаконная предпринимательская деятельность, к примеру. Волонтер, собирающий деньги в ящик на улице, лично отвечает за каждую копейку и в случае проверок должен будет отчитаться перед государственными органами. Репутационные риски. О них тоже не стоит забывать. Ведь если волонтер даже из лучших побуждений ассоциируется с непрозрачным или сомнительным сбором, это подрывает доверие ко всей благотворительной сфере и к нему лично. Помните об эмоциональном выгорании. Работа в непрофессиональной среде, где нет четких процедур, документооборота и поддержки, приводит к быстрому истощению. Волонтер берет на себя непосильную ответственность за диагнозы, суммы, судьбу людей, которые в фонде распределяют между координаторами, юристами и бухгалтерами. Также не забывайте о конфликтах и недоверии. Отсутствие прозрачных механизмов отчетности порождает подозрения среди жертвователей. Куда делись деньги? Что ложится прямым грузом на волонтера? Куда делись деньги – это основной вопрос, который интересует многих жертвователей. Преимущество сотрудничества с официальными фондами помощи заключается в следующем. Во-первых, это правовая защита. Фонд выступает юридическим лицом, берет на себя оформление документов, взаимодействие с государством и финансовую отчетность. Также организационная и ресурсная поддержка тоже осуществляется в фонде. Волонтер получает четкий фронт работ, необходимые инструкции, материалы и страховку, если он участвует в какой-то рискованной миссии. Фонд обеспечивает обучение и гарантирует сообщество. Фонды проводят тренинги, обеспечивают поддержку кураторов и создают среду единомышленников, что предотвращает выгорание. Ну и, конечно же, не забываем о признании и доверии. Работа под эгидой известного фонда сразу вызывает больше доверия у людей, с которыми взаимодействует волонтер. Помните, умная благотворительность – это союз сердца и разума. Сердце побуждает нас помогать, а разум – делать это эффективно и безопасно. Задавая вопросы, требуя доказательства и выбирая путь официального сотрудничества, мы не охлаждаем порыв доброты. Мы направляем его в русло, где он становится не единичным всплеском, а частью мощного, чистого, необратимого потока реальной помощи, способного менять жизни к лучшему. В этом и есть высшая ответственность и истинное сострадание. Волонтерство – это не про деньги. Вот всегда говорят, да? Действительно, это состояние души.
И когда ты волонтер, я по себе могу сказать, что ты отдаешься своему вот этому волонтерскому направлению, волонтерской деятельности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Потому что по себе знаю, что меня позовут, я поеду. Я поеду в любой район, в любой город, на любое мероприятие. В принципе, если где-то нужна моя помощь или моя поддержка, я окажусь там. Но при этом это не мешает мне в моей работе, в моей трудовой деятельности. И многие волонтеры, особенно на начальном этапе, или пройдя уже какой-то, ну, может, год-два, делают ошибки, что превращают волонтерскую работу в основную. Вот здесь что вы скажете? Как человеку правильно разделять? Ведь в этом же тоже заключается та умная благотворительность, которая не мешает человеку ни в его личной жизни, ни в его трудовой карьере, а наоборот помогает ему развиваться, развивать свою экспертность, становиться полезным, нужным и так далее. Действительно, мы с таким сталкиваемся. Есть люди, которые не щадят абсолютно ни своего здоровья, ни своей энергии, ни времени, посвящают полностью себя. Ну, как правило, это, скорее всего, статистика показывает, что это люди одинокие, которые уже, ну, им просто эту энергию девать некуда, и свободного времени у них, возможно, больше. Как с этим бороться? Ну, с этим не то, что нужно бороться, это нужно, волонтерство нужно направлять, опять же, в правильное русло. Понятно, что это чистый порыв сердца, помочь. Но в любом случае волонтерство тебе дает определенные, ну, как бы обратку, да, определенную. То есть открываются какие-то возможности. И этими возможностями надо пользоваться на самом деле. То есть если волонтерство дало возможность вступления там, в какую-то сообщество или дало возможность поехать там на форум, конечно, надо пользоваться, ехать. Другой вопрос, что, ну да, волонтерство ни в коем случае не заменит тебе твоего ежедневного заработка. Волонтерство будет способствовать только тому, что ты тратишь. К сожалению, так, да, всегда происходит. Ты вынужден вкладывать, потому что так быстрее достичь того результата, к которому ты идешь. Ты понимаешь, что вот ты, ну, к примеру, ты поставил для себя цель, я хочу собрать там 10 пачек чая, которые я передам для нуждающихся, да. Ну вот собрал 8, 2 не хватает, но цель-то стоит, и ты берешь свои деньги, тратишь и вот докупаешь эти 2 пачки. Ну, это, конечно, такой банальный пример, но в целом это выглядит примерно так. И некоторые люди потом психологически уже ставят перед собой вот эти цели, которые маловозможно вообще исполнить. Как объять да, необъятное. Объять необъятное, и начинают вроде вокруг себя аккумулировать, потом от этих людей требовать, потому что он же цель поставил, вроде бы объединял, ну вот о чем мы говорили ранее, что бывают расколы происходят, и люди начинают создавать параллельные общественные там движения какие-то, выходя из одного в другое, да. И вот он просто морально в итоге, ну, выгорает. Этот отвернулся от него, здесь он где-то поругался лишний раз, перегнул палку, да, и по сути-то не получил того удовлетворения, для чего он это делал. А удовлетворение же только в том, когда ты реально понял, что ты помог. Ну да. Есть, и сталкивался я с таким, что люди не могли помочь, да, и ввиду, возможно, каких-то бюрократических там препонов, даже вот о том, что мы говорили, вот, у вас слишком сложно, вы эти документы требуете, а тут надо бойцу вот прям вчера. И почему вот так? И люди прям, ну вот с головой, когда уходят, да, вот в это, они начинают, ну, вести себя уже не совсем корректно и адекватно, и потом, наверное, осознают. Вот. Но сам факт, что, конечно, эмоции здесь, они захлестывают. Все-таки волонтерство это это эмоциональная история, конечно. Ну да, это про эмпатию, скорее всего, про любовь к людям. И сейчас мы поговорим о том, как не стать жертвой мошенников.
И в этой сфере же ведь очень много мошенников, и с той стороны, именно с той стороны, с которой просится помощь, да, сбор на лечение, сбор там на еще что-то, на какие-то мероприятия, даже на лечение животных собирают, там, ну, любые причины вообще находят. И потом эти люди просто исчезают с поля зрения, собрали определенную сумму, даже небольшую сумму. Я знаю пример, когда одна женщина собирала себе на улучшение, ну, там, ей была трудная жизненная ситуация, вот ей несколько раз даже собирали одной и той же женщине, потом выяснилось, что это была мошенница, и она так по разным городам гастролировала, можно так сказать, да, и собирала вот так вот, такие стихийные сборы организовывала в свой адрес. Вот. Что делать людям, чтобы не стать жертвами таких мошенников? Да, все на самом деле просто. Необходимо быть максимально внимательным, по всяким непроверенным ссылкам не ходить. Но опять же, как вот пришла, вот есть объявление, вот есть ссылка, вот есть предложение, значит, помочь. Давайте исходить от начала. Где эта ссылка, где это объявление? Кто разместил? В каком-то WhatsApp-группе. Вот больше всего мошенничество происходит оттуда. Вот давайте на пальцах пересчитаем, сколько у нас, например, в Якутии госпабликов официальных, СМИ. 7 или 8? Да, там Улус Медиа, та же Якутия 24, НВК, ЕСЯ. Да, ЕСЯ. Потом, ну вот их прокуратура, немного. МВД, вот, ну, условно. Да. Ну и там никогда непроверенную информацию не выложат. Нет, конечно. Естественно, это редакторские группы работают, это все проверено. Вот мы поэтому работаем через, в том числе, госпаблики. Если мы публикуем о том, что мы сбор делаем, мы стараемся через вот эти вот источники. Да? Первый источник, всегда найди первый источник. Откуда это? Хорошо. Это первая сомнительная история. Вторая. Если ты все же принял решение пройти по ссылке, куда эта ссылка? Часто в строке поисковой, когда ссылка написана одно, а потом она текст меняет. И это видно. Вот здесь надо обращать внимание. Конечно, людям пожилого возраста, наверное, тяжеловато как-то в этом увидеть подозрительную какую-то ссылку, но она вот так себя проявляет. Потом, если сбор был про одно, на картинке было про одно, а вышла вообще другая история. Ну, вот банальный пример. На выходных использовали наших руководителей исполкомов в других регионах, сформировали картинку, наложили нашу эмблему «Все для победы», туда фотографию, значит, этого руководителя Народного фронта, что личный сбор, вот, ну, фамилия, имя, все, QR-код. Вроде все красиво, и даже постарались это сделать в нашем формате. Переходишь на ссылку, а она вообще про другое. То есть, ну, это вот мошенники конкретно под видом благотворительной организации, которая устойчивая и действительно вот президентская, заманивают тем самым жертв. Естественно, опять же, смотрим, откуда эта ссылка, откуда эта вообще информация пошла. Начали анализировать, естественно, пошла она из каких-то непонятных мессенджеров, начали публиковать и передавать друг другу, и вот так вот. Соответственно, обязательно первоисточник. Во-вторых, всегда есть телефон организации, любой благотворительной организации, официально работающая благотворительная организация, она всегда открыта. Она с удовольствием, сотрудник этой организации, вам объяснит, как, где размещена информация, как пройти по ссылке, какая ссылка правильна. В конце концов, где посмотреть эту ссылку или этот QR-код. То есть есть официальные страницы, есть телефон, есть сайт. Соответственно, лучше перепровериться лишний раз. Это лучше вообще никому ничего не отправлять, чем отправить врагу, ну скажем так. Да, простыми словами. Чем больше мы отправляем мошенникам, там, каким-то населения, да, тем мы делаем их сильнее, и у них появляются средства быть еще более изощренными в этом направлении. Поэтому здесь лучше подуть на холодный чай и действительно перепровериться.
Если вы решили, что это все проверенная история, перешли, дальше смотрите. Во-первых, там в любой транзакции у вас выскочат реквизиты получаемой стороны, куда принимается, адрес юридический, банк какой, цель платежа, она все высвечивается. И, соответственно, здесь тоже можно проверить, понять, что действительно именно на этот. Или в интернет зайти и проверить. В принципе, номера расчетных счетов благотворительных организаций, они в открытом доступе. Они всегда открыты, Они в да. открытом доступе, поэтому здесь, опять же, получается, что перепроверять надо. Вот. Какая еще информация? То, что по телевизору показывают на федеральных каналах, да, у нас, в принципе, нет, кроме них, никаких других каналов. Естественно, это все легитимно абсолютно. Здесь можно даже не сомневаться, если QR-код вывелся на экран на выпуске новостей, то, естественно, значит, это Народный фронт собирает в данном случае, да? Вот. Касаемо сборов для нужд там, детей часто, да, бывает, или там кошечкам, собачкам помочь, еще кому-то. Опять же, та же самая история, та же самая система. Кто объявил этот сбор? Где первоисточник? Откуда? Если вы в статусе у какого-то человека увидели, опять же, как правило, у нас появляется история хаотичная, и там всегда есть номер телефона контактный. Позвоните человеку, который этот статус там выложил у себя в соцсети, и спросите, что это за ребенок, что это, откуда он знает его отношения. Мне его мама позвонила, попросила, мы знакомы. Все, вопросы все отпали. Конечно, помогу, да? А если, да я где-то увидел, я там решил тоже выложить, а что, надо помочь. Вот здесь я и говорю, здесь, скорее всего, помощь идет мошенникам. Вот. И, как правило, когда сбор объявляют в конкретном случае, или там сбор там, на операцию, да, резко человек заболел, нужно везти там, как правило, пишут для операции в Китае или в другом регионе. Тоже такая история, как правило, она очень быстро распространяется среди вашего круга знакомых в том числе. И понятно, что если там действительно это произошло, потому что в любом случае родственники этого человека или он сам, он в любом случае это увидит и начнет пресекать. Поэтому если это уже действительно растиражированная история такая, то, скорее всего, да, она подлинная, но, опять же, лучше перепровериться. Позвоните, там всегда есть контактный номер. Всегда. У любого объявления должен быть контактный номер. Получается, даже мошенники же могут подделать, то есть сейчас очень легко можно подделать и скриншот, и поменять реквизиты на те, которые им нужны. То есть здесь действительно доверяй, но проверяй, и лучше подуть на холодный чай, да, чем обжечься действием мошенников. Потому что мы уже настолько устали, мне кажется, дорогие телезрители, да, я уверена в этом, от мошенников, что они пользуются и нашей добротой, и пользуются тем, что мы очень доверчивые, когда где-то, да. И давайте уже не будем давать им никаких поводов и никаких шансов, чтобы и нас обманывать. Да. И возможности, чтобы нас обманывать. Я благодарю вас, Дмитрий Александрович, за интервью. Большое вам спасибо, что пришли в гости. Да. И для удобства телезрителей мы показали на экране то, о чем вы говорили, чтобы они прям видели, да, вот эти фейки, которые были вами озвучены, чтобы они наглядно посмотрели, как это работает, как мошенники развивают свои, не знаю, механизмы, способы, как уже это назвать, я не знаю, да. То, что недавно тоже в гостях был прокурор, заместитель прокурора, и мы с ним разговаривали на эту тему. Но то же самое, что и вы. То есть здесь, в принципе, действительно нужно подумать и проверить, прежде чем кому-то и куда-то отправлять деньги. Действительно. Я надеюсь, что с этой бедой мы тоже справимся. Она такая стала вирусная очень у нас в наше время. И в том числе благодаря тому, что в государстве у нас заводится национальный мессенджер, это в первую очередь поможет именно в борьбе с вот этими мошенническими всякими схемами. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо вам.